Добрый день, уважаемые жители Сулейман-Стальского района. Хотелось бы вам сегодня рассказать о заболеваемости, вызываемых укусами клещей. К инфекциям, передающимся кислотовыми клещами, относятся клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы, тулеремия, клещевые рикетtsiозы и так далее. Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду, облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды, рубашка, куртка, должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке. Ворот рубашки и брюки не должны иметь застежек или должны иметь застежку типа молния, через которую клещ не может заползти под одежду. На голову предпочтительно надеть капюшон, плотно пришитый к куртке. В крайнем случае волосы должны быть заправлены под косынку. Лучше, чтобы одежда была однотонной и светлой, так как на ней клещи более заметны. Необходимо соблюдать особую осторожность, садясь или ложась на траву, поскольку в этой ситуации клещ может прицепиться сразу к верхней части одежды или голове, и заметить его будет гораздо труднее. Следует постоянно проводить и взаимоосмотры. Осмотры надо проводить через каждые 10-15 минут. Также клещи достаточно долго, в среднем 30 минут, выбирают место для присасывания. На теле человека клещи чаще всего прикрепляются на коже к волосистой части затылка, шеи, подмышечной паховой областях, в области пупка, под лопатками и по ходу позвоночника, где одежда менее плотно прилегает к поверхности тела. Проводя рукой по телу, клеща можно обнаружить в виде шероховатости. Если вы пострадали от нападения клещей, для исключения возможного заражения и в целях ранней диагностики клещевых инфекций важно незамедлительно обратиться в травматологический пункт, в лечебное учреждение по месту жительства для удаления клеща и организации медицинского наблюдения. Помните, при обнаружении впившегося клеща нужно немедленно его вытащить. Лучше это сделать в условиях медицинского учреждения. Но если это невозможно сделать в короткие сроки, существует несколько способов удаления клещей. Первое – это нужно зацепить головку клеща петлей, прочной ниткой, и путем последовательных медленных подтягиваний нитки то вправо, то влево извлечь его. Второе. Пинцетом с широкими концами захватить хоботок клеща у самого основания и осторожно вытягивать его, поворачивая тело клеща в одну сторону, например, по часовой стрелке, стараясь не оторвать погруженную кожу центральную часть хоботка. После удаления клеща ранку нужно продезинфицировать раствором йода или спиртом. Следует избегать раздавливания клеща, чтобы не занести в ранку на вашем теле возбудителей инфекционных болезней, которые могут находиться в организме клеща. Важно помнить, что чем дольше находится на теле клещ во время кровосасывания, тем больше возрастает риск заражения. Клещи после их удаления должны исследоваться на наличие в них возбудителей клещевых инфекций. Положительный результат исследования клеща является показанием к проведению экстренной профилактики. Проведение профилактического лечения, антибиотикопрофилактики в ранние сроки до 5 суток от момента присасывания клеща позволяет максимально предупредить развитие заболеваний. Если вы удалили клеща не в медицинском учреждении, то его необходимо поместить в емкость с плотно закрывающейся крышкой, например, стеклянный флакон и с небольшим влажным кусочком ватки.
для обеспечения повышенной влажности. Затем доставить в лабораторию для исследования. Если клещ не исследовался, необходимо обратиться к участковому врачу для постановки на диспансерный учет и обследование на клещевые инфекции через 1 и через 3 месяца после укуса клеща. Обследование проводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. На месте присасывания клеща может появиться покраснение кожи, которое является диагностическим признаком болезни Лайма, эксодового клещевого боррелиоза. В дальнейшем покраснение, эритема, она может исчезнуть и позже появиться на другом месте. Из клинических признаков также могут проявиться легкое недомогание, повышение температуры тела от 37 до 38 градусов. При отсутствии лечения заболевания прогрессирует с поражением нервной системы, суставов, сердца. Если в течение месяца после присасывания клеща вы почувствовали изменения в самочувствии, то необходимо срочно обратиться к врачу. Помните, выполнение этих несложных правил профилактики эксодового клеща, боррелиоза, болезни Лайма и других клещевых инфекций значительно снижается вероятность заболеваний. Не каждый клещ заражен возбудителем, но не стоит рисковать здоровьем и жизнью, играя в клещевую рулетку. Уважаемые жители Сулейман-Скальского района, мы ежегодно получаем постановление главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан. В этом году мы получили 26 февраля под номером 5 об организации и проведении серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым специфической профилактики. У нас будет осуществляться до 25 числа, до 25 августа мы должны осуществить доставку материала на сероэпидемиологическое лабораторное обследование отдельных групп населения на лихорадку Западного Нила и клещевой вирусный энцефалит. Контингенты для обследования – это здоровые лица, взрослые здоровые лица, не привиты против клещевого вирусного энцефалита. В общем, все желающие именно, повторюсь еще раз, взрослые здоровые лица, которые не привиты против клещевого вирусного энцефалита, могут подойти в Сулейман-Скальскую ЦРБ, именно в поликлинику, в 56-й кабинет, в эпид-отдел ЦРБ. Мы все разъясним, покажем. Спасибо за внимание.